Мы находимся в поселке Залесный. Сегодня во всех соцсетях Казани молниеносно распространилась информация о том, что именно по этим улицам разгуливал подозрительный мужчина с ружьем. Все случилось в 9 утра. Практически во все местные чаты поселка посыпались фотографии и предупреждения о том, что по улицам разгуливает некто с ружьем. Я даже на всякий случай закрыла на 2 замка дверь, мало ли что. Регине Фахретдиновой такое сообщение отправил муж. У них 10-месячный сын. Глава семьи велел ей закрыться в квартире и предупредить соседей. Конечно, информация была еще не подтвержденная, но я на всякий случай отправила в чат, где вот все мамы нашего жилого комплекса. Бдительности за себя, за свою семью, за своего ребенка, но еще, конечно же, лучше проинформировать других. Как можно больше, если людей проинформировано, конечно, будет безопаснее. Я сходила, ребенка забрала сама со школы на всякий случай. После такого же сообщения о мужчине с ружьем Дарья Мороз решила забрать сына первоклассника с уроков. Он учится в местной 57-й школе. Оказалось, школа уже приняла все меры. Я сразу побежала, и там куча родителей были, которые все пришли с детьми. Нам написали учителя, что с детьми все нормально, то есть провели меры, то, что закрыли классы, ребенок сказал, что они спрятались. Никто не испугался, все нормально, дети панике не поддались. В 57-й школе поселка Залесный учатся 808 детей. Информацию о неизвестном человеке с ружьем учителя узнали от родителей учеников. Мы сразу же приняли соответствующие меры согласно инструкции. Охрана нажала на тревожную кнопку. Мы позвонили в дежурную часть ОП номер 4 Юдина и сообщили о данной ситуации. Сотрудники прибыли в течение 5-7 минут и начали обход территории. Во время обхода сотрудники полиции задержали подозрительного человека. Им оказался 16-летний подросток. По информации МВД, он ходил пострелять в лес. Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием. Со слов подростка, намерений причинить кому-либо вреда у него не было. Возвращаясь домой, его заметили очевидцы и сообщили в полицию. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что семья благополучная, 2 детей. Сегодня провели профилактическую беседу как с родителями, так и с их сыном. Сирина Васильева, Наиль Абдуллян, ТНВ, Казань.